Здравствуйте, вы смотрите Ардашеля Лайв. В феврале на Южный Кавказ едет важный гость, вице-президент США Джей Ди Венс. Об этом заявил президент Дональд Трамп в прошлую неделю. Визит высокого гостя в Баку и Ереван состоится спустя несколько месяцев после подписания мирного соглашения в Вашингтоне. По словам американского президента, Венс отправится в эти страны, чтобы продвигать путь Трампа к международному миру и процветанию. Мы укрепим наше стратегическое партнерство с Азербайджаном, прекрасное соглашение о мирном ядерном сотрудничестве с Арменией, сделки для наших ведущих производителей полупроводников и продажу Азербайджану оборонной техники, произведенной в США, таких как бронежилеты и корабли, и многое другое, написал он в социальной сети Truth Social. Ранее на этой неделе Армения объявила о намерении интегрировать свои энергетические системы с Азербайджаном для упрощения импорта и экспорта электроэнергии в рамках проекта, поддерживаемого Соединенными Штатами. Все это звучит как вечеринка, на которую не пригласили Грузию. Ситуацию обсудим с профессором университета Грузии Лашей Дзебисашвили. Лаша, здравствуй. Приветствую, Марта. Лаша, мы видим, как важные соглашения подписываются, мировые лидеры делают заявления, планируются визиты. Тот визит Джей Ди Венса, который явно не произойдет в Грузии. Новые транспортные коридоры прочерчиваются на карте Южного Кавказа, но все это без упоминания Грузии. А как вы оцениваете этот факт? Конечно, это оценивать и не надо положительно, потому что это логический результат, абсолютно из-за латинистической политики грузинской мечты, которая решила, что любые процессы, которые происходят в мире, в том числе и в регионе Южного Кавказа, ее не касаются. И грузинская мечта решила, что она не будет никаким инициатором никаких проектов, никаких процессов, и если кто-то придет к ней с какой-то идеей с проектом, вот тогда она может подумать, присоединяться или нет. Одним словом, грузинская мечта, она до такой степени самоизолировалась, что даже имея ключевое положение географическое в регионе, и геостратегическое, и геополитическое, на Грузию, в принципе, никто не обращает внимания. Может быть, это после обсуждения вопроса с участниками проекта кто-то вспомнит о Грузии, но в первую очередь, конечно, ее никто не вспоминает. И тут надо понимать, что Грузия имела огромное значение, ключевое значение в контексте ее европейской интеграции. То есть все проекты, которые прочерчивались, начиная с середины 90-х и, естественно, уже в начале 2000-х, это все был глобальный контекст интеграции Грузии в Европейский Союз, западные институты и структуры. И, соответственно, когда Грузия четко и ясно говорит «нет» вот этой интеграции, то и выпадать все те значения тех проектов, в том числе будущих проектов, которые будут тут налаживаться и имплементироваться в регионе, конечно, значение Грузии в этих проектах будет минимально. Но мы понимаем, что вот этот транзитный коридор, альтернативный 3, который был подписан в августе прошлого года в Вашингтоне, это как минимум среднесрочная перспектива. То есть следующие 5 лет надо это еще строить, достраивать, это надо организовать логистические цели, надо соединять железнодорожные пути, много-много еще, одним словом, дел надо, чтобы это все заработало. Но если стратегическая готовность есть, то и после 5 лет этот коридор может заработать. Тут главная проблема в другом. Проблема в том, что если уж центральный, то есть это мы говорим middle коридор или как центральный коридор, я вообще называю его Южно-Кавказским коридором. Если этот Южно-Кавказский коридор, он заработает, появится необходимость усиления мощностей этого коридора, тут надо заранее приготавливаться. А в грузинской мечте ничего подобного, таких планов я что-то не замечал. Начнем хотя бы с глубоководного порта в Анаклии. И поэтому тут просто нам приходится оставаться только ахать и охать, потому что Грузия могла бы извлечь огромные бенефиты из этих процессов, а внутриполитическая задача грузинской мечты сохранения любым способом власти, вот этот приоритет убивает все перспективы, в том числе экономического развития Грузии.
и мы это увидим очень скоро. Мгм. Вы уже упоминали про логистику в этом проекте, в проекте Трампа. И вот есть какие-то некоторые детали. Говорится о том, что в первые 9 лет США будет обладать 74% контрольного пакета акций этой компании, которая создается вокруг проекта. Ну и далее уже в будущие 50 лет эта доля снизится до 50. Но да, тут очевидно, что есть какие-то, скажем так, абстрактные 9 лет у грузинской мечты. Но сколько времени у грузинской экономики, как быстро страна почувствует на себе эффект того, что что-то очень серьезное происходит в обход? Вы понимаете, с чисто экономической точки зрения, конечно, невыгодно сразу и в таком в авральном режиме переводить все логистические цепи и маршруты вот с налаженных маршрутов, с налаженных эм, маршрутов и переводить там в другой географический ареал. Тут надо понимать, что это означает новую бюрократию, это означает новые нормативные проблемы. Тут надо еще Э, я заглядывал так глубинно, но насколько армянская и азербайджанская сторона, они углубились в кооперации в плане вот тарифных условий, насколько таможня у них, таможенные пункты, они организованы. Это все занимает огромное количество времени, и тут надо именно знать, насколько и как вот эта бюрократия, она уладится, и сколько времени понадобится сторонам, чтобы это уладить. А тут еще встает вопрос безопасности, потому что я пока еще не уверен, что армянская сторона и азербайджанская сторона смотрят через, ну, скажем так, у них похожая позиция в отношении безопасности этого коридора, потому что Азербайджан однозначно хотел бы иметь скажем так, право вето. Армения, конечно, она утверждает, что этот коридор, да, он обслуживает Азербайджан и Турцию, но по-любому он попадает под полный суверенитет Армении, и Армения не собирается кому-то отдавать контрольный пакет безопасности этого коридора. Этого не будет. Кстати, американцы подтвердили в этом проекте документа, которого они послали, ну, переслали армянской стороне, там четко сказано, что Армения обладает полным суверенитетом, в том числе и в плане безопасности над коридором. Ну, посмотрим, как этот вопрос будет улажен. Понимаете, мы находимся в таком положении, глобальные процессы, в том числе вокруг нас и в Америке, они таким бурным темпом развиваются, что невозможно сказать, что будет завтра, через месяц или 2 месяца. Вопрос Гренландии такой типичен. Тут с Ираном что будет через неделю, через 2, тоже интересно. Но мы знаем, что определенно что-то будет. И поэтому, когда вот на это смотришь, становится понятно, что этот проект, он точно не реализуем через год или 2 года. Но в среднесрочной перспективе, скажем так, начиная с 5 лет, и имея определенно уже законченные договоренности по всем сферам, конечно, этот коридор, он может скажем так, он может взять на себя не такую же огромную долю того товарооборота и грузоперевоза, который проходит через Грузию, но определенно большую часть от этого, конечно, он может. Ага. И говоря про Срединный коридор, который вы упоминали, я напомню нашей аудитории, что это мультимодальный торговый маршрут, соединяющий Центральную Азию с Турцией и Европой через Каспийское море, инфраструктурные узлы в Азербайджане и Грузии. Как вы считаете, насколько активно США заинтересованы также в развитии этого пути? И будут ли эти скажем так, два маршрута конкурировать между собой в будущем? Если честно, я не уверен, что американцы очень заинтересованы экономически в этом проекте, потому что для американцев, я думаю, что главенствующим пунктом вообще в этой региональной политике на Южном Кавказе, особенно
на Южном Кавказе, Центральной Азии, является геостратегический доступ к региону Южного Кавказа и, конечно, Центральной Азии. Вот в этом плане американское присутствие на Южном Кавказе, оно имеет значение. С точки зрения экономики, развития экономических отношений между Америкой, Арменией и Азербайджаном, ну, тут можно понять, что, конечно, доля американского участия в регионе, ну, если сравнивать вообще торговлю между Арменией и Америкой, Азербайджаном и Америкой, ну, можно понять, что, конечно, центральный коридор, он в основном будет обслуживать европейские государства, он не будет обслуживать американцев, и поэтому с точки зрения экономической кооперации, я думаю, что это просто некоторый, скажем так, дополнительный элемент, который, ну, скажем так, делает присутствие американцев в этом регионе, ну, скажем так, более привлекательным. Но это не главный элемент, это не решающий момент, вообще не решающий фактор. Фактор все-таки для американцев, начиная с 90-х годов и до сегодняшнего дня, это является геостратегия и геополитика. То есть наличие, скажем так, способности присутствовать в регионе и при необходимости, скажем так, ну, как это называется вот по-английски, это называется projection of power, то есть проецировать силу. И поэтому вот присутствие, некоторый footprint, который американцам нужен в регионе, еще раз повторяю, в регионе Южного Кавказа для доступа в Центральноазиатский регион. Вот это является главной причиной. Как это будет оформляться, будет ли это под соусом ТРИП или под каким-то еще любым соусом, мы увидим. Но однозначно заметно, что Грузия так в сторонке от региональных процессов, которые бурно развиваются внутри нашего региона и вокруг нашего региона, Грузия в сторонке, как бы грузинская мечта не старалась оставаться в тени изоляции, она не останется никак. Ага. И что касается Ирана, мы слышали разные заявления со стороны Тегерана в отношении этого проекта, в том числе, что были угрозы превратить Южный Кавказ в кладбище наемников Дональда Трампа. Исходя из последних событий, очевидно, что сейчас Исламской Республике не до внешнеполитических каких-то моментов, но вы прогнозировали какие-то изменения в ближайшие 2 недели. Можете об этом поподробнее рассказать? Ну, конечно, тут уже понятно, что военная операция против режима в Иране, она пойдет, и эта операция не будет одноразовой и короткой, потому что все те силы, которые сконцентрированы в регионе, они однозначно говорят, что это будет решающий удар. Удар, у которой задача полностью демонтировать структуру власти и ту структуру, скажем так, вот вертикаль власти, да, которую вот в России любят очень употреблять, этот термин, то есть силовую структуру этой власти, и он будет демонтирован. Сколько времени это понадобится? Я думаю, что минимум месяц, как минимум месяц. Ну, я использую параллель, которая существовала еще в 1999 году, когда НАТО применяло вот воздушные операции против Сербии для того, чтобы остановить сербское наступление этнические чистки в Косово. И месяц понадобился НАТО, чтобы дошло до Слободана Милошевича, что так больше продолжать нельзя. Ну, я думаю, что где-то приблизительно такие же масштабы будут, если не больше, конечно, в отношении Ирана. Иран огромное государство, и тут цели для американцев и британцев, и других, которые участвуют в этой операции, там, кстати, не только американцы, но и члены страны НАТО. И цели там у них побольше будет, чем в Сербии. И поэтому я думаю, что где-то месяц эта операция как минимум продлится. Насколько эта операция закончится успешно, то есть идеальный end state, это, конечно, когда режим уничтожен и прозападные силы или такие либеральные силы, уверенные хотя бы, силы приходят к власти и начинается построение нового Ирана. Но это скажем, это best case, это то, что мы называем, как-то надеваются розовые очки. А там понятно, что может и не так закончиться, может это перерасти в довольно долгосрочную перспективу гражданской войны. И имея этот контекст или возможность гражданской войны в Иране, понятно, что этот коридор, который будет, коридор 3, скажем так, его перспектива его реализации, когда под боком, скажем так, война,
встает еще под большим вопросом. Под вопросом не в плане того, что он не будет реализован, но, скажем так, Азербайджан, он будет нервно оглядываться на свои южные рубежи, и довольно много ресурсов будет затрачено на то, чтобы обезопасить себя с юга. И поэтому очень многое зависит от событий, которые будут разворачиваться в Иране. Сможет ли Иран как-то перетянуть на себя внимание России с Украины? Может, немножко наивный вопрос, но... Естественно, конечно. Иран, как бы Россия и не открещивалась от Ирана или, скажем, от Сирии, откуда она позорно убежала, все-таки это вот та ось диктаторов, ось зла, которая существовала еще с начала 2000-х годов. И все понимают, что когда из этой оси вынимают такие главные элементы, вот это Венесуэла, Куба или тем более Иран, главный решающий игрок на Ближнем Востоке, Иран, который это как бы это последнее звено по весу, ну, по своему значению, по своему региональному весу, после которого идет однозначно Россия, а потом уже и Китай, и Северная Корея. И когда вот смотришь на эту логику развития событий, конечно, и принимая во внимание все те связи, которые существовали между Ираном и Россией, я тут говорю не только о тех связях, то есть в контексте кооперации военной технологии, обмена информацией, разведывательной информацией, помощи, помощи правоохранительных органов и так далее. Тут огромная сфера кооперации между Россией и Ираном, в том числе отмывание денег, финансовой сфере. Это огромный конгломерат. Ось зла не потому ось зла, что они просто злые, а потому что они в глобальном плане они кооперируют. И кооперируют они очень-очень тесно. И поэтому, когда вышибается из этой оси такое огромное государство, как Иран, больно не покажется. Это не Сирия, это Иран. И поэтому становится понятно, что это будет решающим ударом не только по имиджу России, глобальному имиджу, не только в регионе, но это и серьезный ресурсный удар по России, после которого, конечно, что бы там ни произошло в Иране, но логическим вопросом встает потом, а что дальше? А дальше, конечно, это уже Россия и ее сателлиты. Можем ли мы Грузию рассматривать в списке сателлитов? Или это все-таки софт? Понимаете, как бы мы ни относились к грузинской мечте, то есть, скажем, если бы мы даже теоретически согласились с тем, что грузинская мечта, она независимая, скажем, независимый режим, политический режим, который формально не устает говорить, что все-таки интеграция в Европейский Союз является ее конечной целью, тут надо судить ее нутро, то есть ее идеологию, ее нутро и что как бы делает грузинскую мечту, ее режим ближе, скажем, к России, к пути кремлевского режима, ближе, скажем, к Ирану даже, чем, скажем, уже Армении или Европейского Союза. Тут много очень индикаторов. Тут не только тот авторитарный режим, который грузинская мечта, не знаю, авральным темпом тут насаждает и старается всех 50 тут или выгнать, или загнать в тюрьму, или, по крайней мере, домашнее заключение, чтобы не разжились. Но тут вот даже если посмотреть по таким вот вторичным индикаторам, куда, скажем, наш премьер отправлялся в последнее время, в какие страны с официальным визитом или на похороны. И мы увидим, что там как раз были те страны, включая Иран, которые, если честно, не то что не очень отличаются, а даже очень отличаются от демократических государств, и связующим звеном или связующим элементом всех этих государств, включая Россию, является как раз антизападное настроение правительства, авторитарный или тоталитарный уклон режима, и та вертикаль власти, которую Россия построила и которую отчаянно строит грузинская мечта. И когда смотришь на все эти элементы, то становится понятно, что
формально или неформально, но по сути грузинская мечта, хочешь не хочешь, но ее можно отнести свободно к сателлитам России. Лаша, спасибо большое. Профессор университета Грузии Лаша Дзабисашвили оценивал ситуацию у нас в регионе. Огромное спасибо вам. Спасибо. В Абхазии создают транзитный логистический хаб, который позволит товарам следовать из России и в Россию через оккупированный грузинский регион. В поддержку проекта выступает организация, в которой состоит бывший глава СГБ Грузии Игорь Георгадзе, что вызывает вопросы как в Сухуми, так и в Тбилиси. И хотя официальные власти Грузии утверждают, что никакого отношения к инициативе не имеют, эксперты убеждены, что транзит через серую зону может быть выгоден как Грузии, так и России. На эту тему пообщаемся с конфликтологом Патой Закришвили. Здравствуйте. Добрый день. Приветствую наших зрителей. Мы все время слышали про этот логистический хаб, и вот, наконец-то, скажем так, настал тот момент, когда Россия готова его обустраивать на территории Абхазии. Об этом говорили еще до начала полномасштабного вторжения в Украину, как одну из схем, скажем так, для России в обход санкций. В принципе, это не скрывается. Какая роль здесь будет официального Тбилиси? То есть это такое молчаливое соглашение, покорное соглашение, или же здесь будут хотя бы делать какие-то шаги, заявления, чтобы показать остальному миру, что не имеют отношения к этому проекту? Это очень удобный проект для России и для Грузии, чтобы обойти санкции против России без всяких до минимума свести проблемы. Абхазия – единственная территория на границе с Россией, где является серая зона, черная дыра, скажем так. Нигде, если мы возьмем карту России и посмотрим государственные границы России с странами, везде есть, скажем так, нерушимые признание международным правом государственной границы. Единственное место – это Грузия, где государственная граница между Грузией и Россией в двух моментах проваливается, можно сказать, и не контролируется. И полностью России, можно сказать, там есть какие-то условия, какие-то данные абхазам и осетинам, какие-то права, скажем так, минимальные, но создают какую-то миф о независимости Абхазии и Южной Осетии. На самом деле, весь мировое сообщество признает, что это государственная граница между Грузией и Россией, и Грузия должна контролировать. Соответственно, перед международным правом в ответе находится Грузия. Никакая абхазская сторона, никакая осетинская сторона не находится. Между осетинской и абхазской стороной большая разница. В Южной Осетии там нет ни моря, ни портов, ни аэропорта, ни железной дороги. Единственный замерзающий год 4-5 месяцев тоннель, больше ничего. В Абхазии все. В Абхазии море, теплое море, там есть какой-то определенный порт, Очамчирский, который может более или менее принимать какие-то грузы, там железная дорога, опять-таки до Очамчири, и дорога круглый год работающая, автомобильная дорога. Поэтому Абхазия самый лучший вариант для создания вот таких проектов, как черные дыры, где проваливаются товары, и никто не знает, откуда они выходят. Это какой-то VPN там, если скажем. То есть что-то заходит, и куда как выходит, никто не знает. Поэтому это очень удобный момент. Какой-то товар, какой-то корабль привозит большое, огромное количество товаров в порте, назначение порты, порте выгружается, все в порядке, все документы оформляются, Грузия получил товары, потом эти товары переносятся на машине, на автомобили, на фуры, и они увозят товары Кахетию, там, Мигрелью, Вачару, в Абхазию, это территория Грузии. Никогда так удобным не был непризнанная территория Абхазии для России, как сейчас. России совсем не нужен еще больше признания Абхазии. То есть вот эта черная дыра самый лучший вариант, по крайней мере, пока работают санкции. Россия, наконец, получает свои вложения обратно. Да. Вот, это то, что никакой независимости. Это как раз территория Грузии, но неконтролируемая Грузии. Великолепно. Товары поступают в Галский район. Почему в Галии построили этот терминал, а не, например, в Каграх? Потому что отсюда товары идут. И здесь же расфасовываются,
никакой таможни, никакой растаможки, никакого ничего подобного. Это товар грузинский. И они становятся российскими товарами какими-то, и уже на других машинах, может, на тех же, скорее всего, на других машинах, отправляются в Россию. Все, государственную границу Грузии и России, на ПСО никто не контролирует. То есть, по крайней мере, по международному праву никто не контролирует. Русские контролируют насколько им нужно контроль, но не более того. Они же против всего не будут контролировать товары. Поэтому эти товары будут проходить так, что никакой таможня не будет это проверять. Деньги пойдут, конечно, властям Грузии. Эти товары незаконные, соответственно, они уже прибывшие в Грузию, и поэтому какие-то деньги пойдут в карманы. Это не пойдет в казну никак. И деньги пойдут, конечно, властям Абхазии, опять-таки незаконные. И никто не может проверить, если в Абхазии возмущаются, и есть критические вопросы, это только потому, куда деньги денутся. А никуда эти деньги, это не ваше дело, потому что эти деньги не официальные деньги, поэтому невозможно. А как будет таможня работать? Никак не будет таможня работать. Это как раз потому создано, что таможня не работала там. Да. Поэтому это очень удобный, ловкий момент, когда Россия смогла наконец-то аккумулировать для себя довольно большое количество товаров, которые находятся под санкциями. Там под рукой есть Ачамчирский порт. Это очень маленький порт. Какой-то кораблики могут зайти туда, и то же самое. Вот в порте может зайти любой корабль со всего мира, например. А вот Ачамчир маленький, например, скорее из Турции могут какие-то корабли зайти. Там же железная дорога. Очень много товаров будут отправляться вообще не на машинах, а по железной дороге. И поэтому в спешке начали строиться они не только этот терминал, но и аэропорт. Мы об этом говорили. Это все взаимосвязано. Какие-то определенные товары, было бы хорошо, если наши журналисты смогли проследить, летают, сейчас зимой почти не летают самолеты, но летают и товарные самолеты, торговые, или как это называется, карго, это полеты. Если летают, значит, это аэропорт для этого был создан. То есть у меня есть обоснованное сомнение, что там оттуда какие-то самолеты нерегулярно, может быть, какие-то самолеты летают в дальние края России, там, в Сибирь или где-нибудь, чтобы на машинах не мучиться и на железной дороге. Поэтому этот момент очень удачно легло на грузино-российские неформальные отношения, которые прячутся. И вот как раз вы ваши вопросы отметили фигура Георгадзе. У России нет людей против Грузии. Одних же людей, карусель работает, то, что Георгадзе до сих пор востребован для России как надежный грузин, это значит, что у них людей не хватает. Это очень важный момент. И то, что Георгадзе появляется, это явно видно, это попытка привязаться Россию к Грузии. Он еще был связанным звеном, чтобы на это построить уже другие какие-то уже не только торговые, но и какие-то политические отношения. Он же возглавляет, то есть он заместитель организации Европейский совет, или как это называется. Да? Это не торговая организация сам по себе. Там в этом названии это явно какой-то геополитический, какой-то попытка России создавать новые какие-то проекты, привязать к себе постсоветское, и не только постсоветское, но в постсоветское пространство. И опять-таки Георгадзе тут как тут. Это как раз сам по себе мне это очень нравится неправильно, но очень знаменательно, что кроме Георгадзе никого не могут найти, и, соответственно, он Фигаро там, Фигаро здесь. Везде он постоянно как-то присутствует. Это значит, что Россия хочет от этого начать и какие-то другие грузино-российские какие-то связи, отношения, но очень многие Грузии считают, надеются, что может быть хотя бы в этом один плюс в том, что, может быть, Россия знак благодарности Грузии, что помогает так обходить санкции, начнет возвращение Абхазии. Я глубоко сомневаюсь. Кто в это верит? Есть люди, которые верят этому, но Россия не потому так долго нас тянула время, чтобы это сейчас сделать. Наоборот. Единственная оплата, благодарность, знак благодарности состоит от деньги, во-первых, а во-вторых, лояльность к режиму. Что
мы сохраняем ваш режим, то есть мы не мешаем вам управляться, мы не помогаем вам власти, хотя могут и помогать, но самое главное, мы не выстраиваем против вас какие-то другие какие-то кубики, другие какие-то политические силы. То есть вы будете гарантированно... Но додавливать Россия, судя по всему, планирует намеренно и никогда от этого не отказывалась, Да, потому что буквально на прошлой неделе мы слышали те же заявления от представителя МИД Марии Захаровой о том, что, к сожалению, Тбилиси продолжает, и нет никаких предпосылок пока восстановления дипотношений. Это, по-моему, игра слов, по-моему. Они делают, они договорились о чем-то. Договор, это первый же день начала российской агрессии против Украины. Грузия участвует во всех коллективных действиях против России. Вот ООНовские резолюции, гаагские. Там, где 50 государств условно голосуют против России, и та или другая резолюция в любом случае пройдет, ребята, вы тоже голосуете против нас. Потому что вы укрепляли ваш миф, что вы не пророссийские. Потом там, где коллективно, когда мы иногда радуемся абсолютно беспочвенно, что вот Грузия наконец-то приняла решение против России в пользу Украины, это все блеф. Там, где коллективные решения и это предложение в любом случае проходит, Грузия голосует всегда как будто за Украину, как будто против России. Но там, где нужно показывать, что Грузия такое редкое государство, как Украина, которое является под агрессией России, никогда Грузия не будет привязывать свою судьбу грузинской власти к украинской. Наоборот, с Украиной у нас особые ужасные отношения. То есть нужно, не нужно, то или другой грузинский политик обязательно посмеется над Украиной, от чего они добились. Хотя они очень много добились. Но вот все время они... То есть на днях все время это происходит. То есть мы постоянно не то, что не заявляем об сходстве наших судеб. Сперва был 2008 год, потом был 2014 год, и потом уже 2022 год. То есть это две государства по советском пространстве, которые после развала Советского Союза стали объектом агрессии со стороны России. Грузия и Украина. Мы вот здесь должны быть вместе. И мы здесь максимально стараемся дистанцироваться. То, что было в 2008 году, это проблема национального движения, потом была собрана комиссия Цулукиани, и они это доказали, утвердили, печать поставили, что во всем виновато национальное движение Михаила Саакашвили, а то, что происходит в Украине, это проблема наркомана какого-то Зеленского. Вот это миф Грузия постоянно продвигает вперед, что нужно России. И они, тот же самый Захарова, очень часто нас хвалит. Но вот эти какие-то упреки, это, по-моему, это часть игры. Чтобы не очень... Они нас хвалят, а потом здесь возникают, как-то общество нервничает. Почему нас так хвалят? Вот и друг Захарова какую-то партию после такого-то, какие-то, скажем так, замечаний. Ну, конечно, для России очень важно, что Грузия восстановила дипломатические отношения с Россией. Но это вот здесь очень хороший, очень интересный момент. Грузинские власти постоянно стараются институционально не быть на орбите России. Даже такой примитивный поверхностный проект, как 3+3, даже там не присутствует Грузия. И это один из трех, скажем так, только там, только Азербайджан, Армения представлены, грузинский стол постоянно пустеет. Вот. То есть никак... Мы давно не видели заседания этого формата. Кстати, правильно. Да, это уже поймать момент. Давно, может быть, они самоликвидировались. Несмотря на иранский фактор там. Сейчас никому не понравится вместе с иранцами сидеть за одним круглым столом. Так вот, на этом фоне, как только русские заговаривают о дипломатических отношениях, сразу же Кобахидзе выступает и говорит, что пока территория оккупирована, мы не видим смысла. То есть Грузия нашла очень хорошую, комфортную серую зону. Они с Россией, но они находят повод, чтобы не быть до конца с Россией. То есть Россия институционально не смогла полностью, например, присвоиться и заставить потом институционально влияться на Грузию. Вот такой этот промежуточный момент для них приемлемо. Это, мне кажется, не нужен, чтобы дождаться украинского вопроса. И в итоге, как пойдет там, потом они могут уже думаться об институциональных вопросах. Давайте посмотрим с другой стороны. У грузинской мечты всегда получается продать как раз политическую часть отношений с Россией.
И еще лучше она продает экономическую часть. То есть грузинскому населению абсолютно окей вести торговлю с Россией и зарабатывать на этом, даже на фоне трагических событий в Украине. Наши коллеги из iFact буквально вчера опубликовали расследование, и вот они рассказывают, что 3 порта — это Батуми, Поти и Кулеви, где они проанализировали 19 танкеров с 2024 по 2026, что все эти танкеры являются, скажем так, теневым флотом России. И здесь параллельно глобальный контекст, когда Грузия не упоминается ни в одном транзитном маршруте, который международное сообщество США в первую очередь обустраивает в регионе. Станет ли это для грузинской мечты таким поводом, скажем так, что так как мы теперь вне игры международных каких-то маршрутов, может быть, нам стоит восстановить железную дорогу с Россией и уже открыто заниматься обходом этих санкций? Или все-таки это очень по-крупному? Это по-крупному. Это, во-первых, пока даже не задействована дорога. Вот сейчас с этим терминалом мы должны посмотреть, насколько дорога будет задействована. Дорога пустеет. Единственные товары, которые через Грузию проходят в Россию, это Верхний Ларс. Больше никакой пути нет для товаров. Вот это сейчас появляется в Галском районе, о чем мы говорили, терминал. То есть товаров не настолько много, что ради этого Грузии стоило бы идти на политические, скажем так, кризисы, еще больше создать себе неудобства на международном уровне, такой проблемы. Это железная дорога, после того, как уже дорога Трампа 3 уже обсуждается, как бы сейчас они в срочном порядке не начали восстанавливать железную дорогу через Абхазию, они уже не успели, то, что парламент за 2 года, как Т3, уже поздно. А эта дорога уже заберет себе максимальное количество товаров из Баку, ведущие в сторону Турции, минуя портов. Это очень хороший проект для Турции, потому что разгружается Босфорский пролив, и так всегда Турция всегда беспокоилась, что через Босфор проходит очень много товаров, и нас это экология и так далее, нас намешает. И вот это Зангезурская дорога в свое время, который коридором назывался и так далее, очень создавал какой-то новый контекст. В это время единственный плюс вот примирение Азербайджана и Армении для СССР, они примирились до того, когда они встретились в Вашингтоне, но единственный, в самом деле, молодец Трамп в контексте нашего, скажем так, контекста, то, что там он положил руку на Зангезур и сказал, что здесь есть американские интересы, не политические, и не только геополитические, хотя оно есть, а именно экономические. И оттуда какие-то доходы пойдут в американскую компанию или компании. Плюс здесь Иран. Проходит через границу Иран, Армении и Ирана. Поэтому здесь и другие, конечно, интересы должны быть у США. Очень удачно, многие критикуют, я тоже Трампа во многих других вопросах, но здесь, в самом деле, он очень правильно. То есть его действия в основном мне нравятся. И в Венесуэле, и здесь с нами, и в Украине, в самом деле, я ожидаю от Трампа больше принципиальности. Но по Кавказу, в самом деле, молодец. Он очень хорошо поступил. И на этом фоне эта дорога, тем более американскими гарантиями, привлечет больше надежных, безопасных товаров. И уже отпадает смысл железной дороги в сторону Абхазии, открытия. В любом случае, он понадобится время. Если сегодня, условно... Но для России насколько отпадает смысл? Потому что какие товары? Там товары, откуда товары? Из Армении эта дорога уже повезет товары уже через Баку. Ага. И это уже даже обязательство Армении. Они все рады. В Армении, в самом деле, конечно, война закончилась, это ужасная война, и мир наступил наконец-то. И Азербайджан показывает свою добрую волю, и видно, что по торговле есть какие-то серьезные продвижения вперед. И вот недавно Пашинян даже заявил, что энергетику они объединяют. Это великое. Если это так, то это фантастика. Пошли на уровне фантастики. После развала Советского Союза такой сделать общую какую-то энергетику. Там у Азербайджана свою энергетику, у Армении своя энергетика. И если они объединяют, это просто великолепно. И на этом фоне нет, я товары буду возить через Абхазию, через страны
проект, для чего это Армения? Когда готовый проект уже будет, и американцы будут все из Армении, где-то на 400 километров длиннее получается, но где неделями ждать на Ларсе погоды, и чем что поставишь ты свой товар, и точно знаешь, когда прибудет в России этот товар. Поэтому для армянских товаров все пойдут в сторону Азербайджана. И какие товары возить через Абхазию? Не будет никаких товаров. Поэтому это отмотает. Единственные товары, которые пойдут в Абхазию, через Абхазию в Россию, это вот как раз портовые товары, то есть порты, потом мало, в основном все товары порты поступают в основном, и эти товары, как я это схему объяснил, уже они на машинах, и потом они будут перегружаться, менять свой, как скажем так, статус в Галском районе. Это не так много. Чтобы так много товаров было, чтобы за это поезда создавали, неделю один поезд, чтобы там максимум в неделю, там поезд около 40, да, по-моему, вагонов таких. 40 вагонов, это даже на неделю не могут собраться. Здесь на машине поставил, сразу уже отправился. Поэтому уже абхазская железная дорога потеряла свой смысл по существу. Но даже если сегодня вдруг, представим день, когда вдруг узнаем, что из Зугдинский район, Галский район, через мост прошел первый поезд. Чтобы это случилось в этот день, как минимум за год вы должны об этом знать. Вы должны чувствовать голос, звук рабочих. Там надо убрать мост вообще. Новый мост построить. Мост построить это 17 ночью за один ночь невозможно. Поэтому ничего подобного не происходит. Где-то, может быть, каких-то, скажем так, в инженерных компаниях в России или в Грузии инженеры какой-то рисуют какие-то дороги и мосты, но работа займет несколько месяцев, если не год. Поэтому пока никаких признаков этого, тем более, что будет дорога пустеет. Пока дорога не будет настолько переполнена, что вау, как хорошие товары пошли, может быть, железную дорогу пустим, вот тогда, может быть, наступит. Но это не будет в ближайшие 2-3 года, я никак не ожидал. В Сухуми есть понимание того, что готовится какой-то большой проект в виде этого терминала, и они с этого, наверное, очень мало получат. Потому что мы знаем аппетит Абхазии на все эти теневые и не теневые дотации, попадающие в регион из России. Да, мне в Сухуми, я читаю очень много, да, скажем так, телеграм-каналов по этому поводу. У них очень много довольно хорошо налажен телеграм-каналов в Абхазии. И везде чувствуется, что это коррупционная схема. Эти деньги, это нас не касается. Эти деньги пойдут какие-то семьи абхазские. Элиты. Да, элиты получат. И даже фамилии называют бывшего премьер-министра и так далее, при которых начался строительство этого терминала. Анкваб. Насколько это правда, я не знаю, я не могу судиться, я не могу голову на это положить, но Абхазия это довольно смело это заявляют. Что это... Поэтому он и молчит, он в тени, никак не появляется, он занимается вот таким вопросом. Это их мнение. Если тем более связать с советской прошлой Анкваба и Георгадзе, то все ложится. Очень как раз понятно все. Ну, Анкваб один из таких старожилов. Ну, я все-таки позволю, я не люблю теорию заговоров. Да. Я сказал бы, что это один из теорий заговоров, который имеет право на существование. Очень хотелось бы услышать ваше мнение по поводу упразднения в Тбилиси администрации Южной Осетии. В свое время вы критиковали этот орган. Давайте немножко вспомним, для чего он создавался. Интересно ваше мнение послушать. И почему сейчас он вдруг стал актуален вообще для грузинской мечты, что они нашли время его упразднять. В нескольких словах история. Когда-то Сталин незаконно создал эту Юго-Осетинскую автономную область. Никакой основы для этого не было. Ну, это был контекст, это, скажем так, право народа на самоопределение, много чего. Советский Союз стартовал на основании объединения народов, их интересов, там коренизация, каждому народу свой язык и так далее, и так далее. И, в общем, никто не мог посмеяться против Сталина что-то сказать. И в итоге на территории Грузинской Социалистической Республики была сформирована область.
автономная область, Юго-Осетинская автономная область. Проходит время, в грузинском понимании эта территория была незаконно создана, поэтому как только Гамсахурзия приходит к власти, и он упраздняет. И он приходит к власти вот в 90-м году в октябре, в выборах, первые независимые, еще Советский Союз, но первые многопартийные выборы, можно сказать, проходят еще в советское время, и Гамсахурзия, как мы помним, фантастически победил, полностью победил. И он в октябре почему сказал, это конец 28 октября происходит. Все, выборы, октябрь-ноябрь проходит, и 11 декабря, через полтора месяца, он упраздняет Южную Осетию. То есть это был для него смысл. Он очень коротко правил, потом был путь против него. Но смело могу сказать, если мне поверить на слово, что каждую неделю он что-то предпринимал против Южной Осетии. Там упразднял какие-то районы, присоединил к грузинским районам. То есть много чего там упразднял какие-то местные образы власти и создавал разные грузинские какие-то формы. То есть он полностью хотел на правовом уровне уничтожить все это. Плохо это или хорошо, я считаю, что это было неправильно. От этого началась война, которая до сих пор никак не разрешается. Это было абсолютно неверное решение. Со мной могут спорить специалисты, что он не так просто упразднил, я согласен заранее, он упразднил там через несколько каких-то было, скажем так, циклов, но сейчас не время это обсуждать. В итоге и он мог бы сделать по-другому, он мог бы вернуться обратно в область, они сами упразднили область, но он упразднил уже республику, он не восстановил область. В общем, здесь много можно углубляться, если мы будем обсуждать. Ну, оказалось, что области нет. Потом приходит Шеварднадзе через 1,5 года, и он восстанавливает понятие. Если раньше называлась Юго-Осетинская автономная область, Шеварднадзе прямо назвал Южную Осетию, то, что я часто еще использую. Потому что тогда в Дагоминском договоре было первый упомянуто Южная Осетия, уже без области, в договоре между Шеварднадзе и Елциным. И тогда создалась СКК, известная организация, которая в каждом, скажем так, протоколе везде упомянута Южная Осетия. Более того, на основании этого были заключены очень много разных международных договоров, в том числе сенговские документы. Везде Южная Осетия, Южная Осетия. Поэтому Южная Осетия прошла понятие, пошла внутри международного права. И везде на уровне ОБСЕ, везде Южная Осетия, Южная Осетия. И она укоренилась в международном праве. Шеварднадзе это как-то создал, потом приходит Саакашвили, и он, скажем так, это Шеварднадзе создал как условие решения конфликта. Южная Осетия пока не существует на земле, но оно есть в договорах. И надо восстановить, и ведутся переговоры о восстановлении. Но ничего не происходит, потому что затянулось это как его Баденский договор, Баденские документы. Очень много чего. Очень интересные процессы проходили, кстати говоря, по Южной Осетии. Если можно каком-то международном учебнике по разрешению конфликтов что-то унести положительно со стороны Грузии, можно сказать, что вот грузино-осетинское урегулирование с 1993 по 2008 год, это, можно сказать, успешных кейсов, вот как можно мирным путем урегулировать конфликты. Но, к сожалению, это все-таки, когда Саакашвили возвращается, он решает продвинуть вперед уже со стороны Грузии. По договоренности с Россией или с Южной Осетией, со стороны, сам решил восстановить. Я пошел против. Почему? Потому что я сказал, что в свое время Сталин его создал незаконно. Мы все время говорили, Грузия, это незаконно, незаконно, незаконно. Лично я, Пата Закаришвили, который разбирается в этих делах, считаю, что можно восстановить. Но почему именно в тех границах, которые Сталин создал? Можно, потому что большинство территорий контролировал уже Грузия, Халгорский район и другие, да? Давайте пусть станет это вопросом торга. Мы готовы восстановить Южную Осетию, а что вы готовы уступить? То есть это должно быть частью переговоров. Саакашвили взяли полностью, восстановил, то и все. У Осетии появился аргумент, а у нас потерялся аргумент. Если Сталин незаконно восстановил, почему это создал, почему восстанавливается в тех районах? Значит, он был прав. К сожалению, этим мы заткнули нам рот, что мы не можем сказать, что Сталин был неправ. Если Сталин не был неправ, тогда Саакашвили получается прав. Потом это был мой главный аргумент, почему нельзя было в той форме тогда восстанавливать. Можно было бы через договоры, через переговоры, скинули там какой-то Джавский район, дорогу ради бога до Рухского тоннеля. Это можно включить
нововоссозданном Южной Осетии. Но очень многие другие районы, Ахалгорский особенно, не стоило бы туда включить. В общем, так или иначе, Саакашвили это так было и создал это как его, администрацию. Администрация назывался бывшая администрация бывшей Юго-Осетинской автономной области. И вдруг вот сейчас третий или четвертый эпизод, вот сейчас нынешняя власть, комиссия Цолукиани решила полностью все свалить на Саакашвили. И все, что он сделал, уничтожить. И один из главных, можно сказать, вопросов, которые задавали они приглашенным политикам, бывшим политикам, по отношению было и по отношению этого института, этой структуры. Там и Санаков был приглашен, его заместитель и так далее. Явно видно было, что хотите. То есть они начали упразднять все то, что Саакашвили сделал. Но Саакашвили мало что сделал. Он уже говорил, при нем была война, агрессия России против Грузии, но это сейчас невозможно исправить только решением одного, можно сказать, комиссии. Поэтому то, что он из его рук вышло, Саакашвили, они это упразднили, этим показали, что вот они уничтожают полностью. Я был против, опять, хотя я был категорически против создания этой структуры, но сейчас был против, не категорически, а против его вот такой путем, чтобы убрать. Потому что опять-таки это должно было быть торгом и вопросом переговоров. Потому что оно было как 5-е или 6-е или 9-е колесо. Никому не мешало ничем. Вот так упразднив, без, скажем так, частью договора, они только укрепили мы позицию осетинской стороны, российской стороны, что мы во всем виноваты. Это, хотя я довольно серьезный критик вообще политики национального движения, считаю, что это не касается национального движения, это интересы Грузии. И надо разделить между собой интересы Грузии и как что делали в свое время национальное движение. Они хотели размахнулись палкой, чтобы попасть в Саакашвили, а попали в Грузию. И это очень печально, потому что и потом они в попыхах решили сказать, что название Южной Осетии неприемлемо для грузинской, скажем так, мечты. Абсурд какой-то. Во всех международных документах мы где гордимся Гаагской, скажем так, решением суда Страсбургским, сами они хвалятся, потому что при них было, при организации грузинской мечты, вот наши юристы добились. Если ваши юристы такие молодцы, почему они не смогли убрать из Гаагского решения суда, из Страсбургского понятия Южной Осетии? Они только сейчас вспомнили, что, оказывается, Южной Осетии можно использовать. В общем, этот термин везде находится. Упразднив этот институт, который никому ничего не дал, лучше, чтобы было, оно не было. Но упразднив вот таким путем, они ничего не изменили, кроме того, что дали дополнительный аргумент осетинам, осетинской стороне и России, и наши внутри, скажем так, в контексте, что они борются против Саакашвили и против Грузии в итоге, потому что тогда национальное движение было во главе государства, и, соответственно, их решение это было в контексте государства. Поэтому, пока наши конфликты не решены, мы не можем вот так односторонне кого-то обвинять или что-то рода. Этот документ 460 страниц. Такой 60 страниц только про 2008 год. Основные 400 страниц это про криминальные такие-то действия национального движения. Эти 60 страниц вообще не нужно было. Этих 400 было бы достаточно. Вот то, что это 60 страниц было придумано, это явно в пользу России. То есть это им абсолютно не нужно. Если они думали по государственному и против национального движения, понимаю, то, что это ненормально, но понимаю. Тогда они должны были в знак государственных интересов не заниматься 2008 годом, а заниматься только грузинскими вопросами, криминальными действиями. Другой вопрос. Но то, что они привлекли, и больше всего резонанса было в прессе именно по отношению к 2008 году, никто не помнит по криминальным делам. Когда мы что-то обсуждали в прессе, все было бы... А это занимает наименьший час этого, скажем так, заключения. Вот это явно то, что мы сообщили России, что успокойтесь, все в порядке, вы ничего не виноваты, во всем виновата Грузия. Как будто национальное движение, на самом деле Грузия. Это нам аукнется в будущем обязательно. Потому что это все-таки решение парламента, как мы называли их, это еще непонятно. Если следующий парламент не упразднит цифру, это, по-моему, нынешний парламент 11 номер, по-моему, призыв, это
Если следующий парламент будет 12-м, значит, получается, что этот парламент был легитимным. Если никто не упразднит их законы, и никто не упразднит это решение комиссии, да, значит, оно легитимное. Поэтому это все пока разговоры, пока новый парламент не приступит к действию. На этом фоне, конечно, мы укрепили аргументы России в первую очередь против Грузии, но это все ерунда, если Грузия станет демократическим, и Грузия, если станет на пути Европы, тогда все эти решения будут испаряться сами, как лед, как это снег испаряется, потому что европейский путь явно даст нам другие шансы решения наших конфликтов. Но если мы оставимся в орбите России, тогда, конечно, эти аргументы будут работать в пользу России и против Грузии. Что сейчас происходит с точки зрения... Да. И никто не заметил, что в тот день, когда упразднили этот институт, этот администрацию упразднили закон об реституции. Значит, осетины уже не могут бороться за свои права, которые жили в Грузии, и которые при национальном движении было. Это тоже принял закон. Закон был очень слабым, это почти невозможно было, поэтому добиться реституции, но хоть закон был, который можно было бы улучшить. Вместо того, чтобы улучшить закон, его упразднили. Так что мы сказали осетинам, что ничего вас не связывает с Грузией. Этот закон запрещает осетинам возвращение в Грузии, возвращение даже в голое поле, после поля не будут приезжать, да, они хотят восстановить свои дома, там, свою собственность и так далее. Вот это уничтожено, уже закона не существует. Все это время, пока Грузия была активно включена в какие-то европейские инициативы, понятно, что хотя бы часть этих инициатив доходила и до Абхазии и Южной Осетии. В связи с тем, что эти проекты или ограничиваются, или закрылись, что сейчас происходит в отношениях как бы people to people, то, что мы говорим, между людьми? Пока ничего, к сожалению, все остановлено. Как в целом Грузии, по всей Грузии остановлена деятельность гражданского общества, так и остановлена на работе с конфликтами, к сожалению. Тем более, что если вот это закон ФАРа, то, что называется, это закон ФАРа требует от гражданского общества, те, которые занимаются разными проектами, неважно где, чтобы они предоставляли, например, имена людей, которые участвуют в этих проектах. Да. Раньше бывало, что какие-то встречи были за рубежом между грузинскими, абхазскими, грузинскими, осетинскими представителями общества. Но это, так как Россия на это смотрела очень ревниво, поэтому это не очень афишировалось. И потом, когда возвращаясь домой, им приходилось разбираться со своими спецслужбами, там были какие-то разговоры, вы встречались с грузинами, что вы там делали и так далее. Но все-таки это не выходило за рамки, потому что и в абхазском обществе, особенно и в осетинском обществе, очень маленькие общества, и они не очень строги друг к другу. И, хотя, вы тоже, наверное, знаете, иногда делались какие-то просачивался какие-то информация, что где-то кто-то встречались. И это был плохой знак, и кто-то критиковал, в основном анонимные какие-то люди, критиковали тех участников из Абхазии и Южной Осетии, во встречах с грузинами. Хотя как можно решить конфликт, если не встречаться? Абсурд какой-то. Если власти не встречаются, это не значит, что общество не должно встречаться. Но это непонятно вообще. У этих людей из Абхазии и Южной Осетии, почему они запрещают контакты с грузинской стороной, потому что в тех встречах, где я участвовал раньше, то есть я не видел ни одного абхаза и осетина, который за Грузию. Они все время утверждают и стараются убедить нас и международных партнеров, что у них есть право на независимость и так далее. То есть споры довольно такие серьезные. И поэтому нужны. Там оттачиваются аргументы и так далее, и так далее. А сейчас ФАРа заставляет грузинских неправительственных организаций, и у меня нет организации, меня не могут заставить, но организации выдавать все фамилии, которые участвуют в таких встречах и в таких этапах. Поэтому прекратились эти встречи. Невозможно, каждый уважаемый человек в Грузии никогда не будет подводить своих партнеров. И потом эти встречи, к сожалению, уже не такие встречи, потому что эти организации не хотят подставлять под удар своих партнеров.
То, что и они и так под удар поставляются какие-то информации, сами внутри общества, просачивается, это другой вопрос. Это проблема внутри абхазского общества и проблема внутри юго-осетинского общества. Но чтобы все грузинское гражданское общество помогало России там, как ее, выявляться, кто участвует в таких встречах, это, конечно, никуда не пойдет. Поэтому грузинские организации решили, что риск уже настолько высокий, что не стоит из-за этого риска устраиваться, уже риски превратились в угрозы. Можно сказать, угрозы для тех людей, которые и не хотим, чтобы они из-за грузинского закона стали жертвой, скажем так, российских спецслужб. Да. Поэтому эти контакты, как внутри Грузии прекратился, практически очень многие организации закрылись, и они никак не могут работать. Практически, кого я знаю, все прекратили работать. Так и эти проекты прекратились по отношению к Южной Осетии и Абхазии. То есть получается, что государственные какие-то процессы, они, как мы понимаем, неэффективны или стоят? То стоят очень никаких контактов. И неформальные тоже заморожены. Да, полностью. Единственный формат — это женевские встречи сейчас, где там международники, дай бог, я благодарен им очень, американцы там ОБСЕ, там Европейский Союз, там ООН. Я присутствую, но там невозможно в другом нормальном поговорить, кроме как на перерыве за кофе. Это как в двухсторонних встречах на уровне грузино-абхазской или на уровне грузино-осетинской, там никого нет международников. Только доноры и только организации, которые устраивают это. И то они очень часто никак не вмешиваются, доноры особенно. Только им не надо присутствовать, чтобы смотреть, как идет диалог. В самом деле идет диалог. И оно в самом деле идет такой диалог. И они никогда не вмешиваются, никогда не управляют ситуацией. Они хотят создать площадку, чтобы грузины и абхазы или грузины и осетины могли вырабатывать какую-то общую политику. Мир меняется вокруг нас. Калейдоскопическим скоростью. Вот то, что вокруг Грузия в центре находится, можно сказать. Иран с этой стороны, там сирийские вопросы, Украина, Россия, все вокруг нас крутится. А наши конфликты заморожены как будто, ничего не происходит. Это белое пятно какое-то. И нам нужно обязательно обмениваться мнением. Как это реагирует Абхазия, Осетия, как они должны знать, как реагируем мы, как мы оцениваем то, что происходит вокруг нас. Сейчас как раз необходимо, чтобы мы знали точно, что у нас и что у них происходит, чтобы точно формировать какую-то нашу стратегию. Сейчас более или менее у меня, так как я был в правительстве, все время я в этой области работаю, иногда некоторые люди из грузинской мечты выходят на меня, спрашивают, что там происходит. Почему они должны меня спрашивать? Потому что у них нет информации никакой. Нет никакой информации. Они абсолютно сидят, как грузины говорят, что это кушины сидят, чушь сидят. Ничего не могут, ничего не знают, что происходит. Элементарные вещи. Такие вопросы иногда глупые задают, что очень больно, потому что русские лучше знают, что происходит в Абхазии, чем мы. Это очень печально. Спасибо большое. Беседовать можно бесконечно с вами. Спасибо за интересное мнение. Конфликтолог Пата Закаришвили. Вы смотрели Ардашеля Лайв. Как поддержать сову, можно найти в описании. До встречи.